Доброе утро. Мы продолжаем Мишну трактат Брахот, 6 глава, 6 Мишна. Говорит святая Мишна. Гаю йошвин лехоль коль эхад веэхад маварех леацмо. Хейсеву эхад маварех лехулан. Сели есть. Каждый благословляет для себя. Возлегли, как сказать по-русски правильно, да? Это один благословляет для всех. Да, тут нужно, мы это уже обсуждали, да, что здесь нужно понять, Мишна нам передает реальность. Да, Мишна — это очень интересный тоже, кроме всего прочего, интересный исторический документ. Она передает нам реальность трапезы, да, обычаи трапезы вот этого римского периода, когда ели возлежа, да, была большая культура еды. И сидя не ели, если сидя, только перекусывали, да, когда хотели поесть, когда была трапеза, обед там, или ужин, да, то возлежали на кушетках на левой стороне, потому что, чтобы не подавиться, да, так устроена наша система пищеварения, да, что у нас дыхательное горло находится ближе к правой стороне, или, во всяком случае, если лежать на правой стороне, есть больше шансов подавиться, да. Так говорит поэтому Мишна, если они сели есть, то есть сели есть на языке Мишны, это перекусывали, да, не было, они устанавливали трапезу. Каждый благословляет себе. Что значит каждый благословляет себе, или один благословляет для всех, когда они возлежат? Тут нужно сделать маленькое предисловие, чтобы объяснить очень такую основополагающую вещь в законах молитвы, в законах благословений и вообще важную в иудаизме. Да? Есть у нас такое правило, которое гласит: «Коль Исраэль аревим зе безе». Все евреи ответственны друг за друга. Очень известная фраза, да, все любят ее цитировать, но мало кто знает, про что откуда эта фраза из Талмуда, да, потому что изначально там идет речь о законах молитвы. Не о том, что мы должны друг другу помогать. Конечно, мы должны друг другу помогать и держаться друг за друга. Да, мы все ответственны друг за друга. Но вообще это цитата из законов молитвы. Если ее дословно перевести, да, то правильный, более точный перевод будет: все евреи гаранты друг друга. Да. Есть понятие гарант, когда кто-то берет суду в банке, например. Банк часто может потребовать гаранта, что если ты не выплатишь, то выплатит твой гарант. Да. Я слышал от Раф Шапира, да, что есть у нас вообще два вида гарантов, да, в Аллахе. Есть обычный гарант, да, который, если долг мой, если я не плачу, то тогда выплачивает гарант. А есть то, что называется арев каблан, который принимает на себя мой долг. То есть кредит выдается с условием, что если кредитор захочет, он взыщет долг с меня, а если захочет, то может взыскать долг сразу же с гарантом, не идя ко мне, да, потому что бывают такие проблемные должники, которым даже прийти и взыскать долг — это уже большая проблема. Так кредитор может сказать, что если я захочу, я имею право пойти сначала к гаранту и взять с него, а ты уже будешь с ним разбираться. Это называется арев каблан. И вот когда я слышал от Раф Шапира, что когда написано, что все евреи гаранты друг за друга, идет речь именно про арев каблан. Да, что как бы действие другого еврея — это как бы мое собственное действие. И поэтому нужно понять такой момент, да, что, например, если один еврей произносит благословение на еду, то это его заповедь, но в том числе это и моя заповедь. И то же самое, если он не произнес, съел еду, поел без благословения, он не помолился, он, не дай бог, нарушил шаббат или еще что-то такое сделал, то это не только его проблема, но это и моя проблема. Потому что я не могу сказать, что у нас демократия, и это его шаббат, это его дело. Это на самом деле его дело, но шаббат мой. Да? И мы, как настоящие эгоисты, переживаем за то, что у меня нарушается шаббат. Да? Когда какой-либо еврей в мире нарушает шаббат, это мой шаббат нарушен, да? Это спросят потом с меня. И поэтому я должен сделать что-то, чтобы шаббат был соблюден, мой шаббат, чтобы он был соблюден, мой шаббат был соблюден каждым евреем. Да. Понятно, что в меру возможностей, да, заставлять людей соблюдать шаббат — это бесполезно, но как-то, может быть, собственным примером показать им, что шаббат все-таки это хорошо и надо его соблюдать, да, это очень важно для нас, то это очень, очень важно. Так по этой причине, да, можно произнести благословение для другого еврея. Хотя мудрецы постановили, что по некоторым моментам, может быть, и в определенных случаях и заповедь из Торы, да, произносить благословение перед едой и после еды, то они постановили, чтобы каждый произнес благословение. Если я ем яблоко, я должен сказать в него благословение, Боре прияется, да. Но если мы вдвоем сидим и едим яблоко, то я могу сказать благословение так, это что называется на
ешивском жаргоне вывести другого в благословение, то есть принести благословение и для него тоже. И он выполнил тем самым заповедь. Почему? Потому что на самом деле мое благословение это и его благословение тоже. Да? И так принято, тот, кто хоть раз бывал, например, на субботней трапезе, он видел, что мы делаем, например, кидуш, да, над бокалом вина, и один человек произносит кидуш, и все остальные отвечают амин, и они выполняют заповедь. Да? То же самое, когда благословение нахалы за субботним столом, или за праздничным столом. Один человек благословляет, все отвечают аминь, и всем засчитывается, как будто бы они сами принесли благословение. Но все это в случае, когда мы договорились, да, что давай мы вместе садимся, и мы вместе едим, и я произношу для всех благословение. Да. Но когда эта ситуация неоднозначна, может быть да, может быть договорились, может быть не договорились, слышащий ему благословение не засчитывается. Поэтому говорит Мишна, что если они сели перекусить, только идет речь, что они не обговаривали, да? И мы не знаем, да, и нам нужно понять, что говорит нам ситуация. Да? Так если они сели перекусить, то это не говорит нам, что они сели перекусить вместе. Но если они возлежали вместе, да, это как сели за один стол, да, то тогда это называется, что они договорились, как будто бы есть вместе, и тогда один может благословить для всех. Да, по этой причине, например, да, кидуш, да, есть те, которые делают кидуш сидя, есть те, которые делают кидуш стоя, есть те, которые делают часть кидуша стоя, часть кидуша сидя. Да, но есть большая причина сказать, почему стоит делать, например, хорошо делать кидуш сидя, потому что когда мы сели вместе, в наше время не принято возлежать. Да? В наше время, что значит мы сели вместе есть трапезу, когда мы сели за один стол. Да? Если мы сидим, то это показывает, сама ситуация показывает о том, что мы вместе, и тогда точно можно сделать кидуш для всех. Если мы еще стоим, то здесь возникает небольшой вопрос. Да? И поэтому предпочтительнее, скорее всего, все-таки с точки зрения алахи, делать кидуш сидя, хотя это неоднозначный вопрос, и есть соображения в другую сторону тоже. Продолжает Мишна. Балахем яин бетох амазон коль эхад вэхад маварех леацмо. Принесли им вино посреди трапезы, каждый благословляет себе. Да. Почему? Вроде бы они уже возлежат посреди трапезы, на языке Мишны это значит, что они лежат, а не сидят. Да? Это почему же один не может благословить для всех? Тут нужно понять, что есть, с одной стороны, есть заповедь, чтобы каждый благословлял себе, но с другой стороны, есть правило, которое гласит «Берова ам хадрат мелах» во множестве народа великолепия царя, что предпочтительнее, чтобы один сказал благословение для всех, и все ответили «Аминь». Почему? Потому что это, как сказать, красиво, что все вместе благословляют Всевышнего. Есть в этом наши мудрецы, это написано в Танахе, да, написано в Псалмах, по-моему, если не ошибаюсь, да, «Берова ам хадрат мелах» во множестве народа великолепия царя, есть в этом особое преимущество. Почему же, говорит Мишна, что если принесли вино посреди трапезы, то каждый благословляет для себя, потому что есть, мудрецы опасались, что человек подавится, да, человек ест, да, не можно сказать ему остановись, да, потому что сидят несколько людей, кто-то еще не доживал, и он ответит амейн, он может подавиться, и мудрецы сказали, что не надо, лучше пусть каждый скажет для себя благословение, произнесет тогда, когда ему это удобно, тогда, когда он уже все проживал и проглотил. И по этой причине, кстати, многие не знают, да, когда мы произносим благословение, например, тоже в кидуше это часто говорится, да, мы говорим «саври», да, обратите внимание, да, почему? Потому что мы говорим, что если кто-то жует, то прожуйте, проглотите, и будьте готовы, что вам сейчас нужно будет отвечать «аминь». Да? Хотя обычно, когда мы делаем кидуш, никто не ест, но обычай такой остался. Продолжает Мишна «Лахар амазон эхад маварех лехулам». После трапезы один благословит для всех, бракат амазон, благословение после еды, что это заповедь по Торе, один может благословить для всех, потому что они уже все проживали. Вегу омер аля мугмар, афальпи шейн мевин это мугмар, эла лахара суда. И он благословляет на мугмар. Мугмар, это было в их время тоже обычай, что после того, как они ели, приносили благовония на углях, да, приносили всякие травы, которые клали их на угли, они пахли, и на это произносится благословение Боре, Ацева, Самим. Да. Каждый раз перед тем, как получить удовольствие от этого мира, мы должны произнести благословение, в том числе и на приятные запахи. Так после еды они нюхали, да, лежали и нюхали приятные запахи. Так это называется мугмар. Так значит, этот же человек, который читал для всех благословение после еды, он же произносит благословение на мугмар, несмотря на то, что приносят мугмар только после трапезы, уже никто не ест. Да? Но поскольку он уже произнес беркат амазон для всех, то он уже
то он также и произносит благословение на Мугмар для всех. И тоже в наше время уже не приносит благовония, но принято, если не принято, это закон на самом деле, что Беркат Амазон предпочтительно читать над бокалом вина, и потом один произносит благословение над бокалом вина для всех, каждый не произносит благословение. Да? И в завершении тут есть такой интересный вопрос. Да? Мы сказали, что если принесли вино посреди трапезы, то каждый благословит для себя. Почему? Чтобы никто не подавился. Да? Почему? Потому что надо ответить амейн. Да? Но вопрос, разве надо ответить амейн? У нас же есть правило, шумея кеоне, слышащий как отвечающий. Я могу вывести другого в благословение. Не потому, что он ответил амейн, а потому, что он услышал, как я произношу благословение. И так Тур приводит на Аллаху, что не обязательно человек, который не ответил амейн, он тоже выполнил заповедь, да? Он тоже вышел в благословение. Так почему же Мишна говорит, как само собой разумеющееся, что принесли вино, каждый благословит для себя, и все комментаторы объясняют, почему, потому что сложно ответить амин, когда ты еще не проживал еду, ведь амин отвечать совершенно вроде бы не обязательно. Это вопрос, который здесь задают, в том числе, например, Ребекки Вейгер, о котором можно подумать. Хорошего всем дня.